Баграт Пандария – победитель чемпионата Московской области по вольной борьбе. Но это не единственное достижение Баграта. Недавно на всероссийском турнире памяти Героя СССР Кадия Бакарова он завоевал бронзовую медаль. Мы встретились с Багратом, чтобы узнать, как начинался его путь в мир вольной борьбы и что вдохновляет спортсмена на новые свершения. Свой путь начал я с 6 лет, получается. Меня привел мой дядя Пандария Дингиз. Я здесь, в этом зале же, начинал этот путь. Первый мой тренер – это Тимур Чопуа. Второй мой тренер – это Ислам Калаев. Это я уже исполнилось мне, получается, 14 лет. Я переехал в Москву, начал тренироваться там под руководством Ислама Калаева. И с 14 лет до 21 года я занимался борьбой. Сейчас уже занимаюсь профессионально тренерской работой. Пользуясь случаем, хочу сказать, что ведется набор. Это получается понедельник, среда, пятница с 15:30 до 17:00. Детей берем с 5 лет. Дальше уже не ограничено, в принципе. Этот молодой борец не только сам добивается успехов, но и уже активно передает свой опыт подрастающему поколению. Он тренирует детей от 5 лет и старше, обучая их стойкости, дисциплине и любви к спорту. Баграт верит, что именно такие качества помогут юным спортсменам достичь больших высот. Детей мы берем обычно с 5 лет. Это такой возраст, когда уже ребенок начинает активно бегать, прыгать. То, что нам и нужно, в принципе, мы направляем это в правильное русло. Тут уже борьба, это, как говорится, и спортивная гимнастика, и бегать, и прыгать, и изворачиваться, как может человеческое тело. Так что призываю всех приводить своих детей на борьбу, так как это самый разнообразный вид спорта. Здесь все группы мышц работают, так что я думаю, это хороший вид спорта для начинающих спортсменов. Своих подопечных, я думаю, главное не сдаваться на первых порах. Это всегда тяжело, когда ты начинаешь осваивать новое ремесло, так сказать. Бывают неудачи, много поражений. Не отчаиваться, с каждым поражением становиться сильнее. Это главное, я думаю, не сдаваться на первых порах. Мы также обсудили с Багратом его последние соревнования и самые запоминающиеся моменты в карьере. Он с улыбкой вспоминает напряженные поединки, в которых ему удалось проявить все свои навыки и волю к победе. Каждый поединок – это не просто борьба, а настоящая проверка на прочность. И Баграт готов делиться своими секретами успеха с теми, кто только начинает свой путь. Самые запоминающиеся в моей карьере соревнования это было в 2017 году. Получается, первенство Европы проходило в Сербии. Там занял я 2 место. Это первый такой турнир, мой значимый выезд за границу. Самый запоминающийся турнир. Также в 2018 году было первенство Европы по юношам. Это проходило в Македонии. Но, к сожалению, я там занял 5 место. Это был для меня опыт большой. Больше в 2020 году было еще первенство России. Я занял там 2 место. Отобрался, получается, тоже на первенство Европы. Но так как была эпидемия ковида, не поехали мы, получается, на Европу. И последний мой турнир был в 2024 году в январе. Это проходил Красноярский турнир имени Ивана Ярыгина. Для меня главная мотивация в спорте это все-таки олимпийский вид спорта, Олимпиада, Олимпийские игры, золото на Олимпийских играх, конечно же, это самая высшая мотивация в этом виде спорта. И детям мы вселяем такую мысль, скажем, стать олимпийскими чемпионами мира. Это высшая награда в этом виде спорта. Ребятам, я всегда говорю своим ребятам, главное выйти и отдать все
всю свою силу, всю свою энергию, именно побороться в этой встрече. Это не главное, там ты проиграл или победил. Надо выходить, свое дело делать, что мы изучаем, эти скучные приемы 1000 раз отрабатываем. Вот, выходить, делать свое дело, главное. Ну, конечно же, нам нужны результаты, прежде всего, чтобы борьба в Абхазии процветала. Это больше на международных аренах выступать. И я думаю, будет все хорошо, если буду так же, как Денис Саргуш, как Рустам Ампар. Получается, много у нас примеров есть в борьбе, чтобы дети видели пример подражания, чтобы взрослые, получается, вот, спортсмены, которые дают результат на международных аренах, то есть равняться на них. И тогда, я думаю, будет процветать этот спорт в Абхазии. Да, и в целом не только борьба, любой спорт, считаю, важно развивать. Баграт Пандария не просто чемпион, а настоящий пример для подражания. Его целеустремленность и страсть к спорту сегодня вдохновляют многих. Именно в руках таких спортсменов будущее вольной борьбы, и Баграт делает все от него зависящее, чтобы поднять этот вид спорта на новые высоты в Абхазии. Алиса Адлиба, Сандро Облотия, Абаза ТВ.